Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для раков. Рассмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу, деньги. И также совет тоже посмотрим на этих же колодах. Сначала основные события. Поделим месяц на 3 части. Пусть они у нас будут по 10 дней. Первые 10 дней выпадает карта «Влюбленные» для раков. Вторые 10 дней выпадает карта «Умеренность». И третьи 10 дней выпадает карта «Сила». Давайте сначала разберемся с основными событиями. Итак, что же ждет раков в первые 10 дней? Карта говорит о том, что есть возможность поменять свою жизнь. Карта говорит о том, что либо человек нужный попадется, это может быть и в отношениях встреча какая-то важная, это может быть в делах какой-то партнер или какое-то важное предложение может быть. Также карта говорит о том, что может быть обновление чувств. Если, допустим, вы уже давно в отношениях, да, то может быть здесь обновление. Может стоять выбор между тем, что говорит сердце, и между тем, что говорит разум. Карта говорит о том, что нельзя поддаваться каким-то инстинктам, нельзя без разумного обдумывания принимать какие-то важные решения, потому что вот здесь вот на заднем плане изображен вулкан. А вулкан – это неконтролируемая сила, энергия, то есть если он начнет извергаться, уже ничего его не остановит, ничто его не остановит. Точно так же и с нашими страстями, с нашими инстинктами. Если мы им дадим волю, разрешим, а если вовремя не остановимся, да, то вот могут быть проблемы. Поэтому обязательно вот отмечать как бы малейшие какие-то изменения в том, что происходит вокруг, в общении с другими людьми. То же самое касается и деятельности. Может быть, какие-то будут очень соблазнительные предложения, да, над которыми все-таки нужно будет подумать. Вообще вот эта карта и благословение, да, может быть, какое-то очень важное решение придется принять в это время, и если оно действительно правильное, то вам помогают высшие силы в этом вопросе. Давайте посмотрим, что будет следующие 10 дней ждать раков. В марте выпадает карта «Умеренность». Карта говорит о том, что, скорее всего, будет уже более спокойный период, когда мы сможем себя контролировать, когда мы можем смотреть как бы со стороны на все, когда мы можем и сами себе помочь, и другие люди могут к нам приходить на помощь, и высшие силы нам могут помогать. То есть здесь карта действительно очень хорошая, карта выхода за рамки привычные, карта поездок дальних, может быть, какие-то будут интересные встречи с людьми влиятельными, которые могут в чем-то помочь, научить, подсказать какую-то важную информацию, помочь советам. Также эта карта связана с замужеством, с мужем для девушек, да, вот это для тех, кто в паре, эта часть месяца может означать как раз вот какие-то важные события, которые происходят у мужа, либо то, что касается ваших с ним отношений и так далее. Также карта говорит о том, что будет удача. Вот если дело, за которое вы взялись, действительно нужно вам, здесь уже судьба определяет, да, потому что это старший аркан, то будет у вас во всем удача. Это вот карта и удачи также. Посмотрим, что ждет раков в последней половине месяца. Выпадает карта «Сила». И опять у нас наша природа, да, наши страсти, инстинкты выходят на первый план. И карта говорит о том, что нельзя их подавлять. Нужно
научиться правильно относиться к себе, относиться к своей природе. Нужно учиться перенаправлять энергию, учиться воздействовать на себя мягко, там, уговаривать, как-то находить какие-то способы, чтобы и наша природа была удовлетворена, спокойна, и чтобы мы не наделали каких-то непоправимых шагов, дел не наделали, да, каких-то непоправимых, которые вот под действием какого-то импульса мы можем совершить. А также карта говорит о том, что, скорее всего, придется прикладывать усилия. Эта карта все-таки сила у нас, хоть она, как бы здесь у нас прямое ее значение именно внутренняя сила, когда мы вот действительно такой баланс создаем внутри себя между тем, что мы думаем, и между тем, что мы чувствуем, да, но все-таки могут быть и события по прямому значению карты, то есть здесь, может быть, действительно потребуется принять какие-то важные решения, которые потребуют усилия воли. Или, может быть, действительно придется очень много трудиться, работать, и будет потрачено очень много энергии. Но вот на протяжении всего месяца вот мы видим, что тема как раз принятия решения, выбора между тем, что говорит разум, и тем, что хотят чувства, да, вот это будет как бы самое главное у раков в этом месяце. Но в любом случае, посмотрите, если вы принимаете правильное решение, если у вас правильное намерение, то вам помогают люди, обстоятельства, жизнь, высшие силы и так далее. Давайте посмотрим, что же происходит в отношениях. Достанем 3 карты для тех, кто ищет пару, для тех, кто в паре, и для тех, кто в ссоре. Посмотрим, что ждет раков в деятельности. Для тех, кто ищет работу, для тех, кто работает, и для тех, у кого свое дело. Одна карта на финансы и одна карта на совет. Отношения. В отношениях для тех, кто ищет партнера, выпадает карта башня. Карта говорит о том, что есть возможность себя показать, привлечь к себе внимание, привлечь того партнера, который вот именно серьезно относится к отношениям, у которого действительно есть в планах построить семью. Причем это человек, который очень серьезно относится ко всему, за что он берется, да, то есть в данном случае и к построению отношений, да. Кроме того, эта карта, она связана с Козерогом, да, может быть как бы и прямое значение, то есть может быть как раз вот вам встретится партнер именно Козерог, либо по знаку зодиака, либо по асценденту. Также Козероги, они у нас славятся тем, что очень сконцентрированы на деятельности, на работе, они карьеристы, для них важно, вот, чтобы все у них было в порядке в делах и в деньгах, да, вот может быть вот эта характеристика этого человека. Для тех, у кого уже есть пары, выпадает карта птицы, и она говорит о какой-то суете, которая будет вокруг вас. Вообще у нас вот эта птица, эта карта парная, да, и здесь вот изображено гнездо, да, то есть как раз вот будут решаться между вами какие-то вопросы, связанные с домом, связанные с отношениями в доме, с отношениями, там, может быть, с детками, да, с тем, что связано с недвижимостью, ремонтом и так далее. Может, мелкие какие-то вопросы будут решаться. Также карта птицы говорит о том, что вы будете очень много разговаривать друг с другом, беседовать, обмениваться какими-то мнениями. Очень важные, может быть, какие-то телефонные звонки могут быть. Вот все, что связано у нас с вашим контактом, это все будет важно. Карта также говорит о том, что, может быть, один из партнеров должен будет проявлять инициативу, должен будет направлять вот это ваше общение. Может быть, один хочет говорить, другой не хочет обсуждать какие-то важные дела, да, и придется одному партнеру здесь, ну, как бы настоять на том, чтобы обсудить все. Здесь также у нас листики такие желтые, да, это осень, то есть пришло время поговорить, пришло время каких-то результатов. Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта сад, и карта говорит о том, что
скорее всего, вы не помиритесь до тех пор, пока каждый из вас не возьмет на себя часть ответственности своей, да, вот за ссору. Карта говорит о том, что можно какое-то время подождать для того, чтобы другой партнер осознал что-то, принял решение, что-то понял, а потом уже общаться. А можно, в принципе, разговаривать, но только в спокойном состоянии, да, когда вы действительно понимаете, что вы не только как бы человек, который всегда прав, да, но и на вас есть какая-то часть ответственности. Вообще вот эта карта сад, она, знаете, вот предполагает участие еще каких-то других людей. Скорее всего, ваша ссора, она вот произошла не только из-за того, что вы как-то друг друга не поняли, а скорее всего другие люди вмешивались или мнение других людей. И поэтому вот карта говорит о том, чтобы вы слушали себя, свое сердце и друг друга и исключили из своего общения посторонних людей. Посмотрим, что с работой происходит у раков. Здесь выпадает карта Луна для тех, кто ищет работу. Карта Луна, здесь у нас последняя четверть. Карта говорит о том, что уже вот-вот вы получите то, чего достойны. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы в этом месяце как-то переживаете или раньше переживали, что вот у вас что-то не получалось найти работу, либо неподходящая какая-то была, либо не оценили полностью ваши способности, опыт, таланты и так далее. И поэтому вот вы немножко можете расстроены быть, да, у вас такое ощущение, что вот у вас вообще как будто бы никогда ничего не получится. Но вот карта говорит о том, что совсем скоро вопрос решится. И причем по карте Луна мы получаем как раз то, что нам подходит, то, что соответствует нашей природе, нашим талантам, нашим способностям. Совсем скоро вы начнете новый цикл жизни, и у вас вот эта сфера обновится. Для тех, кто работает, выпадает карта сердца. Замечательное время, март, для того, чтобы вам было вот комфортно работать. То есть мы всегда хотим, чтобы на работе мы себя чувствовали как дома, да, чтобы нам нравилось делать то, что мы любим. Вот как раз месяц март для раков именно такой. Также карта говорит о том, что, скорее всего, придется обратить особое внимание на взаимоотношения между коллегами, на взаимоотношения между начальством, подчиненными и так далее. Может быть, очень важно будет правильно общаться с клиентами. То есть вот общение и понимание здесь выходит на первый план. То есть коммуникация не просто как завязать как можно больше связей каких-то, да, а вот именно, чтобы вы понимали друг друга, чтобы чувствовалось, что есть заинтересованность в другом человеке и так далее. Кроме того, вот эта карта может говорить о том, что может какая-то тема заботы о других, или может быть тема вот влюбленности, тема отношений в паре, да, она будет играть какую-то роль для вот вашей деятельности. Может быть, это услуга, которую вы оказываете, или может быть, это там товар, какой вы продаете, или может быть, у вас в это время будут какие-то праздники, вот именно в коллективе, да. Ну, в принципе, у нас месяц март, он действительно весенний, 8 марта у нас женский праздник, да, тут, конечно, для вас это событие, видимо, будет очень значимым. А теперь для тех, у кого свое дело, выпадает полная луна. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы в полной мере проявляете свои возможности, способности. Эта карта связана с удовлетворением от того, что мы делаем. Тем более, когда у нас полнолуние, это максимум того, что мы можем, да, то есть здесь вот максимум всего, вот к чему мы стремились, чем мы занимались в последнее время, вот как раз у нас и будет здесь получен такой результат хороший. Также карта говорит о том, что будет очень много, скорее всего, эмоций и чувств. Несмотря на то, что это работа, деятельность, да, все-таки вы будете как-то вот эмоционально относиться к тому, чем занимаетесь. Кроме того, может быть, будут
знаете, какие-то соблазны могут быть. Ну, допустим, кто-то может предложить какое-то противозаконное дело, проект, да, или там деньги как-то каким-то образом заработать вот не по закону, да, вот здесь вот может быть такой соблазн. Может быть, многое будет зависеть от вашего воображения творческого, да, от вашей репутации. Но в любом случае вот эта карта, она очень хорошая. Скорее всего, вы проявите себя вот по максимуму. И заработать можно здесь, особенно на товарах для женщин, для дома, на различных услугах вот такого рода. Посмотрим финансы. Финансы для раков на эту неделю. Выпадает карта Солнца. Ну и, конечно же, это говорит обо всем. Да? Здесь успех, здесь достижение, окончание проекта, получение прибыли. Если вы хотели что-то для дома купить, это тоже да. Здесь и с недвижимостью, и с детьми тоже у нас вопросы все решаются. Да? Вот если нужны были деньги там на обучение или еще какие-то нужны были деньги там для детей, для семьи, для дома и так далее, вот это все будет приходить. Также карта говорит о том, что это ожидаемая награда, ожидаемая прибыль. Вы уже здесь поработали, вы уже здесь вложились, и вот знаете, что вы точно здесь получите, приобретете. Совет для раков на этот месяц. Выпадает карта собака, и она говорит о том, что месяц будет посвящен главным образом отношениям. И если у вас были другие планы, то лучше их пересмотреть и все-таки своим близким, любимым людям посвятить основное время. Либо заняться вот как-то, ну, как устройством своего вот ближайшего круга. Да? Если, допустим, у вас мало знакомых, друзей, то нужно пробовать расширять. Есть возможность действительно познакомиться с человеком очень подходящим вам, человеком, который будет, скорее всего, с вами долгое время, и он будет вам верен, он будет вас поддерживать. Собака у нас смотрит в сторону будущего, то есть этот человек действительно может долгое время с вами оставаться. Ну и также, если вы хотите, чтобы ваши близкие с вами и дальше были, вот те близкие, которые у вас уже есть, нужно в этом месяце очень хорошо вложиться в отношения, чтобы они в будущем оставались с вами. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!